Bu sport portal. Katta mümkinchiliklar kanali. Всем спортивный салам! Сегодня у нас интервью. Чтобы получить лошадиную дозу мотивации, достаточно посмотреть видео с этим богатырем, который тянет цикловоз с весом 120 тонн. Смотри спортпортал и знакомься с самым сильным человеком Туркменистана – Давид Мелкумов. Мы находимся в фитнес-клубе Ашхабад. Давайте заглянем, что внутри. Дорогие подписчики, именно здесь работает и занимается спортом рекордсмен Туркменистана Давид Мелкумов. А вот и он. Здравствуйте, Давид. Здравствуйте. Салам алейкум. Валикум. Если честно, в жизни вы кажетесь еще больше, чем на видео. Так, сегодня я бы хотел попросить у вас дать интервью специально для нашего канала «Спортпортал». С радостью. Пройдемте. Ну что, начнем, Давид? Конечно. Вы по праву считаетесь туркменским суперменом. Даже ваше прозвище «Стальной» напоминает фильм про Супермена. Я про человека из стали. А какую суперспособность вы бы хотели приобрести, кроме той, которая у вас есть? Суперспособность? Наверное, крепко спать. Отличный ответ. Едем дальше. В одном из ваших интервью вы отметили, что вы начали заниматься стронгменом в 27. А чем вы занимались до 27 и как вы пришли к этому? До 27 лет я пробовал себя в разных направлениях, таких как стрит-воркаут, бодибилдинг, пытался заниматься пауэрлифтингом, вот. Но к стронгмену я пришел совсем недавно, да, в 27 лет, вот. И мне всегда нравилось, когда люди поднимали тяжелые вещи, машины, тянули фуры, КамАЗы. И как-то это я попробовал, то есть шел к этому потихонечку. И по сей день я занимаюсь стронгменом, мне это нравится. Я ставлю цели, рекорды и продолжаю развивать стронгмен. Сколько раз в день и чем вы питаетесь? И какое у вас любимое блюдо? Сколько раз в день? От 3 до 6 раз. От 3 до 6. От 3 до 6, да. Вот. Питаемся в основном с большим количеством пищи, где углеводы, белки, содержание, да. Вот. Любимые блюда не могу отметить, потому что все вкусно, особенно когда готовит мама, да. Да, конечно. Давид, 38-тонный подъемный кран, 64-тонный вагон, дальше 120-тонный железнодорожный состав. Чтобы устанавливать такие рекорды, на какие группы мышц вы делаете акцент? И в каждом из видео я заметил, вы используете разные техники. Можно поподробнее об этом? Да. То есть главный мой козырь – это спина. То есть я укрепляю спину прежде чем. Вне зависимости от техники. Да, вы правильно заметили, что в каждом выступлении я использую разную технику. То есть это где сидя, arm over arm. Когда я тянул тепловоз, я использовал все тело, да, по лестнице тянул, шел. Вот. Но самый акцент я делаю, самый необходимый акцент я делаю на спину. Потому что в основном работает, да, ногами я упираюсь в технике arm over arm, вот, но тяну я все-таки спиной. Но если спина будет слабая, то есть это будет травмоопасно. Поэтому я максимально укрепляю спину перед каждым своим выступлением. Не в зависимости от какой техники я буду тянуть. А что стимулирует вас заниматься спортом, тренироваться 5 раз в неделю? Откуда ты знаешь, что я 5 раз занимаюсь? Я наблюдаю за вами. То есть ты следишь за мной, да? Ты следишь за моим инстаграмом, да? Вы мой кумир. Ну, спасибо. Вы в одном из своих интервью отметили то, что вы занимаетесь 5 раз в неделю. Вы внимательный, да. Доводите тело до стресса. Совершенно верно, да. На то уходит от 2 до 3 часов, да. 5 раз в неделю просто программа такую сам я себе составил, и мне интересно, и мне даже лучше так прокачивать одну группу мышц каждый день, 5 раз в неделю, да. Что меня мотивирует? Мотивирует то, что моя сила воли, то, что не дает мне останавливаться, когда хочется сдаться. Ну, у всех есть так, у всех спортсменов такой момент, когда находит момент плато, когда хочется остановиться, вот, но переборов это состояние, ты просто-напросто понимаешь, что ты сделал правильно, что тебе нужно идти и двигаться дальше. Вот это, наверное, меня и мотивирует не останавливаться. Какие другие виды спорта вас интересуют? Помимо стронгмена? Помимо стронгмена.
интересует, я могу посмотреть футбол, плавание, да, может быть, смешанные единоборства, бои без правил. Кто ваш кумир и чем он вас вдохновляет? Мой кумир, легендарный мотиватор Сити Флетчер, плюшевая борода, да. Вот, считай, на нем я вырос, начал вот этот, он мотивировал, он в своих роликах мотивирует каждого, вот, и направляет именно на то, что человек должен выкладываться на полную, вот, тем самым достигая своих рекордов и целей поставленных. То есть мы ему обязаны тем, что имеем такого силача в Туркменистане? Может быть, да, может быть, совершенно верно. Потому что от мотивации много чего зависит, от стимула, от мотивации. А какой совет вы бы хотели дать современному поколению? Который занимается спортом или который хочет заниматься силовым экстримом? И тем, и другим. Спорт – это всегда хорошо. Спорт – это здоровье, спорт – это хорошее состояние тела, спорт – это прекрасное состояние тела, накачанные мышцы, уверенность в себе. Вот, так что я всегда за спорт, я всегда был за спорт, вне зависимости, какой вид спорта. За счет стронгмена люди, которые пытаются, которых я мотивирую, которые смотрят на меня и пытаются стать такими же, как я просто хотел бы сказать, чтобы они были побольше аккуратны и беречь свое здоровье, то есть не рваться за теми вещами, которые я достигал на протяжении нескольких лет, потому что мне тоже не давалось это все сразу. Я начинал потихонечку, начинал с одной машины, толкал машину, 2 машины толкал, потом фуры и т.д. и т.п. Вот. Надо быть осторожным и аккуратным, следить за своим здоровьем. Ваша заветная мечта? Ни для кого не секрет, что моя заветная мечта в рекордах – это потянуть самолет, установить рекорд Гиннесса, да. Попасть в книгу рекордов Гиннесса, да, выступать за Туркменистан, бороться в направлении стронгмен за Туркменистан, да, поднять флаг над головой, чтобы мы вошли в книгу рекордов Гиннесса именно в этом направлении, потому что многие уже люди знают, что у нас есть стронгмен направление, то, что мы его развиваем, вот, и я готов идти к своей цели и добиваться того, чтобы я потянул самолет и выступать за границей, да. От имени нашего канала я хочу вам пожелать удачи во всех ваших начинаниях, стремлениях. И от всего сердца желаю, чтобы ваша мечта сбылась. Спасибо большое. Теперь, Давид, приступим к блиц-вопросам. Это быстрые вопросы и быстрые ответы. Хорошо. Деньги или счастье? Счастье. Талант или упорный труд? Упорный труд. Курица или мясо? Мясо с курицей. Отлично. С бородой или без бороды? Обязательно с бородой. Классический костюм или спортивка? Спортивка. Ваше любимое туркменское блюдо? Дограма. Тяга суму или классика? Классика. Хабиб или Федоров? Хабиб. Эдди Холл или Хафтер Бьорнсон? Хафтер Бьорнсон. Тор. Шварценеггер или Дуэйн Джонсон? Шварц. Давид, спасибо огромное за интервью и... Сегодня мы были в гостях у рекордсмена Туркменистана Давида Мелкумова, человек, который вошел в историю туркменского спорта. Давид, благодарим вас за уделенное время. Спасибо огромное. Также я хочу поблагодарить редактора «Спортпортала» за то, что проявляет интерес к туркменскому спорту, туркменским спортсменам. Спасибо вам. «Спортпортал» – канал новых возможностей.